Арзы Меджидова перед выходом на сцену исполняет одно из любимых произведений – партию Кармен из оперы Жоржа Бизе. Много вокалистов, которые исполняют эти роли мирового уровня, но я их чувствую по-своему. И для меня в любое время суток вы меня разбудите, я вам их исполню. Арзы Ханум на сцене почти 20 лет, гастролировала по всему миру. Последние 3 года работает в Крымской филармонии. Секрет прекрасного голоса певицы прост. Сон. Секрет сильного и крепкого голоса. Отдых, голосовой покой, сон 8-часовой. Ну и стараться не грызть семечек. А это главный музыкальный инструмент симфонического оркестра – контрабас. Конец оркестра заканчивается или начинается на контрабасе, заканчивается на нем. Потому что в партитуре он пишется с самой последней строчки. Дальше уже больше нет других инструментов. Таир Каракаш – лучший в своем деле. С контрабасом они неразлучные друзья уже 45 лет, а в филармонии работает 15. Без его участия не проходит ни один концерт. Я играю и здесь, и там, и где возможно, где позовут там. Крымская государственная филармония открыла свои двери 80 лет назад. За эти годы закрывалась лишь на 3 года – во время войны. После тяжелых дней в истории полуострова коллектив вновь собрался и продолжил свою деятельность. Клавдия Шульженко, Муслим Агамаев, Юрий Гуляев, Юрий Богатиков. В общем, все мастера сцены, все мэтры, они были в Крыму. С тех пор и до сегодняшнего дня репертуар филармонии расширяется. На сцене звучат самые известные произведения в исполнении заслуженных крымских артистов. Как у нас говорит руководитель камерного оркестра, мы можем от Штрауса до Шопена, от Баха до рок-н-ролла. То есть мы можем все. Сегодня филармония – сокровищница классической музыки и центр развития национальной культуры. Ее артисты, кроме ярких и незабываемых выступлений на сцене, создают интересные проекты. Артисты – участники благотворительных концертов. В рамках фестивалей на одной сцене с профессионалами выступают дети. 9-м чудом света называют их выступления в Мраморной пещере. С 2017 года в филармонии начали снимать клипы. Первой стала песня Дема Налбандова «Машалла». В клипе отражается яркая культура крымских татар. Съемки в колоритной Евпатории длились всего 2 дня. Самое главное, конечно, это процесс подготовки, потому что, как говорится, вначале нужно представить полностью клип, а уже после этого начинать снимать. Поэтому самое важное, это, конечно, было придумать, где мы будем снимать, как, каким образом. И хотели показать вот эти вот улицы, да, маршруты туристические. Ну и, конечно же, сделать его динамичным и интересным для зрителя. В юбилейный вечер ансамбль «Хайтарма» представил одну из последних вокально-хореографических постановок «Епиджан Хайтармаса». Каждое выступление артистов вызывало у зрителей бурные овации. В филармонии работает более 500 человек, 8 музыкальных коллективов. Это симфонические камерные оркестры, камерный хор, театр песни, вокально-хореографический ансамбль «Таврический благовест», крымско-татарские ансамбли «Хайтарма» и «Кырым». На юбилейной сцене выступили более 300 артистов Крымской государственной филармонии, которая в скором времени будет носить имя известного эстрадного певца, народного артиста СССР. Руководство музыкального центра уже подало заявку на присвоение ему имени Юрия Богатикова. Фатиме Сейдамитова, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет».